Демек, құрметлі достар, Қырымда яңы саат башланды. Демек, құрметлі достар, біз тамам бұл саатны бераберлікте девам етеміз. Демек, құрметлі достар, студиямызда мұсафыр ве келіңіз шу субетке біраз бераберлікте далайық. Мұсафырымызны тақдим етмеге ашықамыз. Бізім студиямызда Қырым Жұмхуриетінде регион идаре ету мерkezінің мудирі Анатолий Половинец. Селям алейкум, здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Как настроение? Все отлично, спасибо вам. Как у вас? Ой, Спасибо, у нас тоже замечательно, рада видеть вас на студии. Спасибо вам. С какой целью открыт Центр управления регионом в Республике Крым? У нас в Крыму с 23 ноября работает Центр управления регионом. Это такая новая структура, которая призвана упростить работу граждан с органами власти с точки зрения решения каких-то проблемных вопросов, которые возникают у крымчан. Центр управления регионом сейчас созданы по всей России, по всем регионам России. И было соответствующее поручение президента. Соответственно, к 1 декабря открылись все центры управления регионом в Российской Федерации. Наш центр открылся даже немного раньше, с 23 ноября. Уже имеем определенные достижения. Сегодня также о них поговорим. И вот, как я уже говорил, часто жители, когда обращаются в органы власти, главная их задача — это решить тот или иной проблемный вопрос или получить информацию о каком-то вопросе, который у них существует в разных сферах. Вот наш центр, он призван к тому, чтобы путь решения проблемы, он был максимально сокращен. Да, и как правило, когда есть какая-то цель, ставятся определенные задачи для достижения этой цели. Вот все-таки каким образом происходит решение вот тех самых проблем? Наш Центр управления регионом имеет таких два блока, которые занимаются вот этими вопросами. Первый — это отраслевой блок. Это основные сферы, основные отрасли, с которыми каждый день сталкивается человек. Это здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, другие. Всего 8 таких областей, в которых, как правило, самое большое количество обращений. Соответственно, у нас в ЦУРе, в Центре управления регионом, прикреплены специалисты от профильных министерств. И их задача как раз-таки на нашем уровне наладить это взаимодействие гражданина и ответственного исполнителя с тем, чтобы вопрос был максимально быстро решен. И второй блок — это у нас такой информационный и аналитический. То есть помимо того, что мы вопросы граждан получаем через социальные сети, мы также мониторим и то, что происходит в информационной среде, с тем, чтобы выявлять уже потенциальные вопросы, которые могут возникнуть, и, соответственно, принять меры, где-то разъяснить, где-то уже на опережение сработать. У нас сейчас актуальные вопросы по отоплению, по водоснабжению, по ситуации с коронавирусной инфекцией, поэтому во все эти вопросы включаемся активно, стараемся, особенно через социальные сети, донести эту информацию, ну и, соответственно, также с телевидением, со средствами массовой информации, с вами, как с нашими партнерами, чтобы вот эти вопросы максимально крымчанам разъяснить. Такие вот основные у нас задачи, мы вот с этим работаем. То есть проблем на самом деле больше, с которыми обращаются граждане, да? То есть я понимаю, что отопление это по сезону актуально, и коронавирус тоже по сезону актуально. Есть ли какие-то еще другие, возможно, проблемы, вопросы, которые они просят решить? Да, вы правы, вот эти вопросы, они, как правило, превалируют, но часто граждане обращаются для того, чтобы получить необходимую информацию. Поэтому я пользуюсь нашим эфиром, предлагаю использовать максимально современные способы связи через социальные сети, через мессенджеры, обращаться к органам власти, к профильным предприятиям, тем более, что сейчас подавляющее большинство предприятий, жизнедеятельности, которые нам необходимы, они присутствуют в социальных сетях, и буквально там 2-3 кликами, написав какое-то сообщение, можно в короткий срок получить сообщение. Вот мы промониторили ситуацию, как сейчас состоит вот общение чиновника и нашего гражданина, крымчанина. Мы заметили, что сейчас в среднем время ответа чиновника либо какого-то органа власти составляет где-то до 7 часов. То есть крымчанин в течение 7 часов уже
получают первую обратную связь, хотя бы ему говорят, что все, ваш вопрос принят, и мы начинаем его решать. Либо, если это необходимо просто разъяснение, ему сразу дается информация о том, что необходимо сделать. Там, если здравоохранение, это как записаться, попасть там, к профильному специалисту. Если это что касается там, дорог, тротуаров, тоже разъясняется, когда запланирован ремонт, либо если это освещение, оно, может быть, этот вопрос решен быстро. То есть, когда профильные специалисты выйдут, там, заменят лампочку, либо там наладят сеть. Вот такая задача максимально сократить и решить вопросы, особенно которые такие будничные для нас. Ага, то есть это получается, если в начале 8-часового рабочего дня отправить сообщение, написать, так сказать, обратиться, то в конце 8-часового рабочего дня можно получить уже хороший ответ. Да, можно не только хороший ответ получить, а уже решение проблемы, если это вот прям вот специалисты, возможно, даже уже и запланировали выезд там, в ваш район или что-либо сделать. Ну, а минимум это уже можно понять, что ваш вопрос уже взят на контроль, и он решается. Поэтому хочу подчеркнуть, что в Центр управления регионом гражданам не нужно обращаться напрямую. Есть достаточно площадок, которые сейчас существуют через интернет-приемные, через социальные сети. То есть мы за то, чтобы это все упрощать. ЦУР не является какой-то отдельной площадкой для обращений, а наша задача их аккумулировать. Соответственно, мы их выделяем по блокам и направляем в ответственные исполнительные органы, которые вот решают ваши вопросы. И связь уже, скорее всего, у вас именно со специалистом, который отвечает за это направление. То есть не нужно там заходить на какой-то официальный сайт, заводить личный кабинет, регистрироваться. Достаточно зайти на страницу в соцсетях и там тоже обратиться. Есть несколько путей. Вот первое, как вы правильно ответили, если вы в госуслугах, в госуслугах есть прямая связь, можно там оставить сообщение, соответственно, оно автоматически к нам поступает. А плюс вы можете зайти на официальный сайт, на официальную страницу ВКонтакте, в Одноклассниках любого органа власти и там оставить сообщение, соответственно, оно тоже автоматически к нам попадает. И наши специалисты с помощью системы инцидент-менеджмент, то есть такая система, которая доходит до уровня конкретного гражданина, конкретной проблемы, вносят в эту систему эти все данные, и мы следим за тем, чтобы вопрос был решен, и, соответственно, мы контролируем, чтобы вопрос был решен. Если необходимо определенное время для того, чтобы его решить, мы ставим на доп. Контроль и, соответственно, доводим вопрос до логического там, завершения, чтобы где-то было устранено там, аварийная ситуация, утечка, чтобы человек получил услугу государственную, на которую он рассчитывает. А несмотря на то, что Центр управления регионом начал свою работу сравнительно недавно, но, как вы сказали, уже есть некоторые достижения. Все-таки хотелось бы узнать подробнее, какие проблемы уже на сегодняшний день решены. Спасибо вам за вопрос. Подготовились, небольшую статистику привели. Вот, допустим, за последние 2 недели мы уже обработали более 3000 обращений. Это из различных социальных сетей. Соответственно, вывели, что на время обращения это где-то 6 часов 40 минут для того, чтобы получить обратную связь. И наш регион среди других, он сейчас на достаточно высоком уровне именно по обратной связи от органов власти. Соответственно, тема, которая в текущем периоде наиболее актуальна, это, как мы уже говорили, здравоохранение, медицина, дороги, ЖКХ, благоустройство. Соответственно, граждан интересуют вопросы от наличия льготных лекарств, там, наличия в конкретных аптеках этих лекарств. Соответственно, это информация по тому, когда будет благоустроена, отремонтирована дорога, двор и уборка мусора, ямы на дорогах. То есть достаточно такие вопросы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, там, включая там, и общественный транспорт. И также у нас есть такой инструмент, как тепловая карта. Соответственно, вот когда... Вот это, кстати, интересная вещь, да. Инцидент-менеджмент и все обращения, сообщения, которые поступают в органы власти, они в конце концов аккумулируются на такой тепловой карте, в которой в реальном времени можно посмотреть, в каком регионе какое количество обращений, соответственно, если там количество обращений большое, он загорается красным. Мы видим, что вот в этом регионе сейчас есть какие-то количество проблем,
которые необходимо решать, и мы, соответственно, на них реагируем. Вы расскажете, какой регион красный, или это Ну, у останется нас секретом? традиционно, да, у нас традиционно наиболее активные люди и наибольшее количество населения, конечно же, в Симферополе проживают, поэтому возникают вопросы. Соответственно, когда в каком-то регионе назревает определенная проблемная ситуация, соответственно, там тоже она загорается. Ну, вот сейчас у нас вводятся графики в Ялте, в Алуште, поэтому в этих регионах тоже люди в основном хотят понимать, будут ли действовать эти графики, как они будут действовать, и, соответственно, хотят информацию о том, будут ли они соблюдаться. То есть с 6 до 9, с 18 до 21 они рассчитывают, что в их домах будет вода. Мгм. То есть я правильно понимаю, что получая точнее, ответ от Центра управления регионом, да, то есть обращаясь сначала туда, а потом получая ответ, можно ли смело заявить, что Центр управления регионом — это такой вот, так сказать, друг, у которого есть связи в министерстве? Ну, соответственно, да, вы все правильно сказали. Да, это партнер граждан, который на стороне граждан и готов помогать в том, чтобы решить эти вопросы. И еще особенность нашей системы в том, что это федеральная структура. У нас есть автономная некоммерческая организация «Диалог региона». Это такой наш зонтик, под которым вот все центры управления регионом работают. И, соответственно, вот в инцидент-менеджменте, в тепловой карте, соответственно, она формирует вообще тепловую карту большую всей России. И, соответственно, на федеральном уровне федеральные органы власти могут смотреть уже по регионам, где нарастает там количество обращений граждан, где они решаются. И, соответственно, да, если у нас карта по районам, по городам Крыма, то уже на федеральном уровне, соответственно, по регионам. Но также есть возможность перейти даже до уровня района, конкретного муниципалитета, и, соответственно, спуститься уже до проблемы конкретного гражданина, посмотреть, как она была решена. То есть, соответственно, контроль такой очень высокий в нашей структуре присутствует. Это, в принципе, благодаря этой программе, вот тепловой карте, мне кажется, чиновникам можно приехать вообще без предупреждения и вот поинтересоваться, а почему у вас так? Я думаю, да, что такая практика, она очень полезна. И да, по тепловой карте можно четко определить, где проблемные вопросы на той либо иной Да, территории. действительно, получается, Центр не только помогает решить какие-либо проблемы, ответить на вопросы гражданам, но, тем не менее, усилить контроль над регионами вот, со стороны уже вышестоящих органов. Да, это и контроль, это и координация. Ведь часто на местном уровне необходимо просто наладить коммуникацию местной администрации, наладить коммуникацию с управляющей компанией, с перевозчиком, который есть, для того, чтобы максимально быстро решить проблему. Если в час пик не приходит автобус, да, там буквально пару звонков администрации, и можно Приедет два, да? И можно подвинуть пробку. Конечно, конечно. Это все это решаемо. Главное, чтобы граждане тоже не находились в стороне от этих вопросов. Нам очень важна обратная связь. Допустим, особенно если это касается таких злободневных, казалось бы, небольших проблем, да, где-то там люк отсутствует, где-то не горит лампочка. Об этом тоже необходимо сообщать, чтобы мы могли помогать нашим органам власти, муниципалитетам, предприятиям максимально быстро устранять вот эти вопросы, которые, казалось бы, мелкие, но в то же время из мелких вот такие большие. А действительно, картины. ну то есть администрация, например, города, да, вот эти все предприятия, то есть ЖКХ и все прочее, то есть они же не могут уследить каждую лампочку в городе. Вот как раз-таки благодаря людям, которые вот живут на этой улице, вот прямо возле этой лампочки, мне кажется, конечно. работа упрощается и у тех, и у других. Это, знаете, тот, кто живет в частном секторе, он должен понимать, что его ответственность не заканчивается за порогом его дома или там, за калиткой. А тот, кто живет в квартире, тоже должен понимать, что его ответственность как собственника — это в том числе и общие домовые территории, что за ними тоже необходимо следить. И не придет какой-то волшебник и все починит, если тем более ты об этом никуда не заявил, не сообщил. Что необходимо информировать, необходимо четко доносить информацию. Тем более вот сейчас у вас тоже в социальной сети активно открыто, то есть можно пару кликов сфотографировал, отправил, и информация сразу поступает и к нам, и в органы власти, и уже начинается работа по устранению. А можно в социальных сетях написать, что спасибо Анатолию Половинцеву за то, что он нам пришел и дал ответ на Это вопрос? супер, это супер. Вот тоже, когда готовились, мы написали, да, в основном люди как стараются, там, написал, проблема решена, ты доволен, и как бы обратную связь не даешь. Но в то же время хочу подчеркнуть, что несмотря на это все, вот у нас
за прошедшую вот недели 294 позитивных отзыва. То есть люди уже Ой. не только написали о том, что у них есть проблемы, но и в том числе, что они решились и поблагодарили и нас, и органы власти о том, что так быстро отзываются на решение вопросов. Вот. И мы вас благодарим, что посетили нас сегодня. Спасибо за ту работу, которую вы проделываете. Что вы пожелаете всем гражданам, тем людям, которые нас сейчас смотрят в преддверии новогодних праздников? Спасибо вам за приглашение. Я в такой достаточно трудный период, конечно же, пожелаю всем здоровья, всем крымчанам, близким, друзьям, чтобы вы смогли провести новогодние праздники вот в кругу семьи. Ведь очень часто вот в нашей суете не хватает действительно времени для того, чтобы уделить его близким, родным. Вот такой перерыв, такой небольшие каникулы, там, с 1 по 9, как раз таки будет возможность нам пообщаться с нашими родными, провести их в кругу семьи. Поэтому берегите себя, обязательно придерживайтесь всех рекомендуемых норм для того, чтобы, не дай бог, не заразиться, чтобы праздники действительно прошли полноценно. И в следующем году, чтобы проблемных вопросов у вас было не так много, но если они у вас возникнут, чтобы мы совместно с Центром управления регионом максимально постарались их решить в короткий срок. Спасибо вам большое. Желаем вам успехов. Спасибо вам огромное, что посетили нас. Спасибо. Сайгыл достар, бізім яйнымыз сет девам ете венді біраз ачыққандырсыныз. Біз белесек, ветамым невбетекі рубрикамыз сізге гүзел сабалықларына азырламаға ярдым етежек. Сабалық рубрикасы бізім яйнымызда.